добрый. Ближе к микрофону. Здравствуйте. Да. У нас сегодня в гостях, наверное, необычный человек, с таким вы еще не общались. Всякие были у нас гости, да, самые разные, из правоохранительных органов, и православные священники, возможно, кто-то встречался и с католическими. Но вот представитель, да, можно сказать, священнослужитель, если так. Ну, нету, в иудаизме нет священнослужителей, есть только звание. Ну, я раввин, да. Раввин, да, раввин. Вот, Я обычно из правоохранительных органов. Игорь Львович Ягуди через И краткое. Тоже необычная такая, да, начало. Тем не менее, человек, как вы должны понимать, да, человек, который, по сути, насколько я знаю, имеет право толковать Тору, да? Ну, кто имеет право, это вопрос отдельной лекции. Не, ну по вашим традициям. Приглашайте, расскажем. Сегодня вот. тема немножко другая, да. Дню Победы. Конечно же, не о религии мы сегодня будем говорить, немножко другая тема. Все вы уже ориентируетесь. Ну, конечно, помянем религию, да. Не без этого. Ориентируйтесь в том, что в канун мы собираемся, да, в канун уже приближающегося Дня Победы. Это уже, наверное, священный праздник. Ну вот, ближе к этому мы попытаемся, да, сегодня, скажем так, подвинуться к теме победы, теме Великой Отечественной войны, именно с точки зрения вот такого необычного человека. Поэтому основные вопросы, которые будут раскрываться, это, конечно же, ну, если так высокомерно, да, говорить, это вопрос необходимости защиты вот этой памяти о Великой Отечественной войне. Вот почему сейчас эту память пытаются исковеркать, кому это нужно и для каких последствий. Если у кого-то действительно будут возникать вопросы, может быть, какие-то ремарочки, реплики, пожалуйста, это не запрещается, наоборот, приветствуется, вот, но компактно, аккуратно, эстетично, поэтому не забывайте, да, что мы находимся в ВУЗе, вот, соблюдайте, так сказать, нормативную лексику, но не стесняйтесь, задавайте вопросы. Итак, вам слово, Кирилл. Вітаю щиро, шановніше громадство. По правді, треба би говорити білоруською мовою, але для того, що предмети всі наукові, будемо вживати мову головну робочу, а коли будуть які питання, можна питатися на обидвох наших державних мовах. Значит, я так сразу скажу программу выступления, скоординируем. Значит, ну, во-первых, 2 минуты о себе, потом я представлю темы, некоторые конкретные, касающиеся Великой Отечественной войны. И потом, наверное, пару вопросов здесь, в аудитории, а то потом, ожидая, значит, можно будет продолжить, как сказал ваш преподаватель на кафедре, там, кто заинтересуется, может быть, более подробно. Да, можно будет попить чайку и поговорить отдельно. У кого еще не взорвется Android в кармане, можно будет продолжить вопросы более существенные. Значит, ну, два слова обо мне. Я родился в Минске. С юных лет меня как-то вот взяло возвращаться к природной вере. И поскольку Советский Союз при всех своих достоинствах, о которых будем говорить, имел проблему с религией, то я выехал в Израиль в 19 лет, там прожил 30 лет, построил жизнь, там у меня дети, внуки, решила моя бывшая супруга, ее семья на каком-то этапе, что меня больше не надо, как сказал поэт, раптом пан Леснейший каже, вы нам более не потребны. Ну, я, соответственно, вернулся на родину, 13 лет как вернулся. И поскольку я в Израиле для чистого интереса получил политологическое образование, реально высшее политологическое образование, то я, соответственно, использую эти свои знания. Также знания медицины получены еще в Минском медицинском институте, когда-то в детстве. Я с первых дней включился в пролайф-движение белорусское. Ну и, естественно, в связи с событиями, которые были 3 года назад, более так и в области общественно-политической, потому что как бы больно нам поднимать пролайф вопросы, пока у нас есть наша республика, да, где не тащат в тюрьму за то, что кто-то читает в церкви послания Павла Рыбина и т.д. Поэтому, конечно,
отстоять республику, как она есть, это первая задача, и все остальное, естественно, тоже необходимо. Если не идешь вперед, то тянешься назад. Переходим к вопросу Великой Отечественной войны, которая является частью нашего общего советского прошлого. Важнейший момент, который я хочу сразу отметить. Значит, мы находимся сегодня в постсоветский период, после Советского Союза. Все, конечно, наслышаны, кто где, как говорит батька, помоек нахватался, кто-то более реальные вещи слышал где-то от родителей, что в Советском Союзе, да, они говорили всю правду, верно, было много начетничества. Было много начетничества. И сегодня, когда мы хотим видеть всю правду, как она есть, и всю подноготную, мы, конечно, должны отказаться от начетничества. Люди поколения, так сказать, вот, моего, да, и вашего тем более, самая главная проблема, что мы находимся в эре после хрущебесия. Главное извращение советской истории произошло вокруг личности Хрущебеса и, собственно, начиная с путча, который имел место в Москве в 1953 году, в ходе которого был убит Лаврентий Берия, и, собственно, с этого момента начали отчаянным образом перевирать историю. Ну и поскольку я буду конкретные моменты скоро поднимать, но это некая общая вводная, и я всех прошу записать имя и фамилию, очень простые, английские. Есть такой исследователь Гровер Фурр, по-русски пишем Гровер Фурр, а по-английски пишется соответствующие латинские буквы, читается Ферр. Гровер Ферр. Это американский исследователь, блестяще владеющий русским языком, который 10 лет провел в архивах России, конечно, Соединенных Штатов тоже, который, собственно, развеял мрак и ложь Хрущебеся в отношении очень центральных моментов советской истории. Когда мы сейчас будем анализировать те или иные аспекты, мы неизбежно будем снова возвращаться к этому моменту, что если мы говорим о том, что в советское время имели место искажения истории, самое такое кардинальное, стволовое искажение, оно произошло в ходе путча в Москве в 1953 году, в ходе 20-го и 22-го съезда. Значит, я хочу поднять ряд вопросов, которые живо дискутируются, и, к сожалению, они дискутируются часто довольно беспредметно, как бы с обеих сторон. Значит, прежде всего, Великая Отечественная война или Вторая мировая война. Естественно, для нас, потомков советских людей, чьи, поправляем на возраст, отцы, деды, прадеды, скоро прапрадеды победили нацистскую Германию, представляет интерес Великая Отечественная война. Поэтому, например, в обновленческом музее Великой Отечественной войны в Минске совершенно непонятно, почему, значит, так хотят втиснуть Великую Отечественную войну в рамки Второй мировой. Но понятно, что от событий в мире не были события Великой Отечественной войны никак изолированы. Ни они, ни то, что потом. Поэтому важнейшее для нас сегодня тут, в Беларуси, форпост Евразии, форпост мира, освободившегося от колониализма, форпост мира, который победил фашизм и нацизм, очень важно знать, что агрессия японских фашистов против народов Юго-Восточной Азии, в первую очередь китайского, корейского народа, шла с 1931 года. И в советское время почему-то об этом не говорили. Первый момент, который мы возвращаемся к тому, что я сказал в начале, исхитрившись рассориться с Китайской Народной Республикой, значит, соответственно, Хрущебес, как бы эти моменты вообще в его период не поднимались. В учебниках было какие-то малозначащие события. На самом деле, только людские потери не воюющего населения Китая составили примерно 30-35 миллионов человек, что превосходит все, что имело место в оккупированной нацистами Европе и Советском Союзе. И это было неприкрытый грабеж
на глазах у западных держав, которые, собственно, вооружали японскую армию. Японские авиаконструкторы стажировались все 30-е годы в лучших лабораториях, на лучших авиазаводах Соединенных Штатов. И так, значит, оно шло. Собственно, с этого мир начал шагать к мировой войне. А количество населения, вовлеченное в эту войну, оно уже, собственно, составляло значительную часть населения мира. Это первый момент. И поскольку к нашим услугам сегодня источники информации, которых не было моих родителей, ваших дедов или там дальше, просто набираем японский фашизм, канал «Держать курс», немножко узнаем о тех событиях. Дальше. События 1941 года, которые антинаучным образом, сейчас мы узнаем, почему антинаучным, называют поражением советской армии. Значит, это официальная позиция Института истории Академии наук. Почему эта позиция антинаучна? Дело в том, что изучение военной стратегии, оно имеет свои четкие научные правила. Как любая другая наука, да? То есть, ну вот, алгебра имеет формулы, да, там, а плюс b в квадрате будет так-то, а квадрат плюс b квадрат будет иначе. Значит, кто потерпел поражение и кто достиг цели, определяется по тем целям, которые ставила сторона, начавшая войну. Цели гитлеровской Германии достигнуты не были. Цели Советского Союза в обороне, как любая сторона, подвергающаяся атаке, даже не будем говорить агрессии, не агрессии. Если кто-то атакует, значит он хорошо продумал, рассчитал, подготовил силы. Какие точно не знаем, пока не встречаемся на ринге. Поэтому есть разные цели обороны. Да? Но Советский Союз достиг тех целей обороны, которые позволили затем пойти к победе. Что же это за цели? Цели в обороне были сохранить армию, сохранить военную промышленность, развернуть военную промышленность. Цели Германии были, ну, тоже опять-таки всякие лозунги, кликушества, там, частично советских времен наследия, а частично того, что те, кто должны, в общем-то, выкладать, как бы, реальные события, всегда удобнее говорить, значит, всякими клише, всякими какими-то фразами, там, кидать, там, Гитлер думал за 3 недели, такие, ну, не 3 недели, не Гитлер думал, так. Был генеральный штаб, в котором были лучшие умы военной стратегии мира того времени, собраны в один кулак, не бронированный, а мозговой. И они прикидывали несколько месяцев туда-сюда, но выйти на линию Архангельск-Астрахань. Как, собственно говоря, такая задача блицкрига. Понятно, что эти, неважно, что где какой бесноватый говорил, неважно, что где какие там умники спустя 50 лет высасывают из пальца. Не было оперативного плана соединения с японцами на Дальнем Востоке, или там где-то еще, да. Выйти на линию Архангельск-Астрахань, по определению, тем самым должны были быть захвачены все промышленные районы Советского Союза, все нефтяные ресурсы, и после этого останутся какие-то недобитые русские, до Урала пошлют надсмотрщиков из прибалтийских народов, которые будут выселены со своих земель, да? А дальше за Уралом будут телепаться какие-то там, как сказал один известный человек, буряты там, да, может, заодно с чеченцами. Вот. Это были планы. Эти планы достигнуты не были. Была задача захватить 3 столицы. Ленинград, Москву и Киев, 2 из них полностью уничтожить населением, и это тоже достигнуто не было. То есть, говорить о том, что в 1941 году Красная Армия потерпела поражение, это в научном плане совершенно бессмысленно. Причем, надо сказать, что до такой степени доходит вот этот какой-то такой подход, который, как бы он, да, трудно сказать, где он стоит. Ну, шизопараноический подход, который, конечно, питается из вот этой, значит, антисталинской истерии хрущевских времен, что издали книгу
определенную в Институте истории и дали русско-английский текст. И в отношении событий 1941 года там из всех английских слов говорится про дефит Красной Армии. Есть другие английские слова, которые бы, ну, точнее передавали суть происходящего. Брали именно то слово, которое означает вообще суцельный разгром, дефит. Вот. Если был дефит, то те, кто это писали, они бы уже это не писали. Это были бы уже не они, не было бы уже их родителей, живых давно. Одним словом, значит, это важнейший момент. В 1941 году Вермахт достиг больших успехов. Почему он достиг успехов? Потому что он сыграл эти успехи, достиг. Вот был такой чудесный белорусский ученый Петриков. Петр Тихонович. Маленькая книжечка «Очерки новейшей историографии Беларуси». Что такое историография? Это о том, как пишут историю. Где он, собственно, разбивает подробно, четко, белорусским юмором характерным, вот эту всю писанину, которая началась в республике в постсоветское время, и за которой, собственно, стояли бонзы Института истории партии с Косованова, которые, соответственно, перебрались в Институт истории, которые, значит, непрерывно кушали, что в советское время правду не говорили, и он говорит, собственно, ну чудесно, это вы заботились, что правду не говорили в своем Институте истории партии. Давайте сейчас, наконец, смотреть реально. А вот это, значит, обсессивное высасывание и высмоктывание, кто виноват в успехах Вермахта в 1941 году? И вот товарищ Петриков там очень четко говорит, в первую очередь виноват Вермахт. Вообще в успехах противника в первую очередь виноват противник. Потому что если бы он не достигал успехов, наверное, он бы и не пошел в противники. Он бы не пошел в противники. Очень важно подчеркнуть этот момент. К сожалению, буквально на всех уровнях, начиная, как я сказал, с бонз, значит, академического сообщества официального, и кончая простыми людьми, значит, все, как случилось в 1941 году. Вот. И множество есть, значит, всяких блогеров, типа такого, ну, это как бы кадр клинической шизопаранойи, такой Марк Солонин, я его называю, я ему дал такую кликуху «Моржо соленый», да, которые вообще непонятно, что несут и о чем, и, собственно говоря, несут что угодно, кроме простых фактов, что мощнейшая армия, очевидно, лучшая, эффективнейшая армия всех времен и народов, вышла в хорошо запланированную, продуманную годами атаку и достигла полных успехов. Не достигла поставленных перед ней целей, но достигла больших и громадных успехов в масштабах всяких войн. А в этой войне они имели определенные цели, которых они не достигли. Не достигли. Интересный есть такой момент. Значит, что собой представлял Вермахт? Вермахт представлял собой на 1941 год военную машину для ведения военной кампании против Советского Союза. Вермахт 1941 года не был вермахтом 1939 года, вермахт 1939 года не был вермахтом 1938 года, а вермахт 1938 года, конечно, не был рейхсвером 1933 года. Да? Проекция плохая советского начетничества, поскольку, значит, все строилось вокруг того, что надо было воспевать советский строй. Действительно, очень хороший и правильный. Но, соответственно, нельзя хвалить тех, кто... А почему не хвалить в профессиональной области? Надо хвалить. Вот эти слова о том, что Вермахт был лучшей армией всех времен и народов на 1941 год, это авторитетное мнение
израильского исследователя, крупнейшего воина и, собственно, философа, который именно, так сказать, формулирует интереснейшие философские мысли, именно изучив историю войн различных. Это был лучший всех времен и народов. И генеральный штаб германской армии, это были не какие-то бесноватые, которые тыкали кривым пальцем в глобус и говорили, захватите это. Это был сильнейший мозговой трезв. Теперь, значит, как я отметил, вот это кликушество на тему, кто у нас виноват, что Вермахт поставил цель, всех не достиг, но достиг их часть. Значит, доходит до настоящих абсурдов. Например, значит, довелось мне видеть в одном из фильмов исторических, которые я смотрю, там, значит, показывают вот, ну, каналов этих там российских, там, Люда-шоу, зовут всяких людей, которым, в общем-то, у нас бы в Минске на Долгиновском тракте должны были бы оказывать помощь квалифицированную, умные, добрые врачи. Вот. И такой есть кадр Сванидзе, да, он там родственник через первую жену Иосифа Сталина, соответственно, он, значит, считает себя главным антисталинистом эпохи. И вот, значит, он в таком шоу кликушествует. Кто пустил? Вермахт чуть не до Урала. Пушкин или Сталин? И, как я говорю, что это человек, который вместо того, чтобы такие мысли излагать, ну, как минимум на амбулаторном приеме умного, доброго врача, он, значит, кликушествует там в шоу. Вот. Это люди, про которых Владимир Ильич Ленин сказал, что вообще бывает мозг нации, а бывает, pardon my French, говно нации. Да? Они себя мнят вот, интеллектуалом. И мы просто этот вопрос зададим немножко иначе. Кто пустил Люфтваффе над Лондон? Шекспир или Черчилль? Да? Кто пустил Ромеля почти к самому Суэцкому каналу? Намного ближе, чем Вермахт к Уралу, да? Там, Хемингуэй или там Черчилль, Рузвельт там, и т.д. То есть бредовость, да? Когда мы вообще, так сказать, переносим Советского Союза просто проекцию на другие страны государства, мы сразу видим бредовость кликушествования вот этих, значит, значит, думающих людей. То есть на самом деле не думающих, а еще точнее думающих шизофреническим образом, уже некоторые как Сванидзе в клинической форме. Вот, значит, никто не пустил Вермахт дошел туда, куда дошел успешно. Красная армия оказала сопротивление как могла, и исходя из этого постулата дальше можно разбирать, где какие были у кого ошибки, и у Вермахта были ошибки, и у всех были ошибки, все воюющие стороны. Война это не шахматная задача, что где-то обязательно таится задуманный правильный выход. Да? Вот белые начинают, а черные побеждают. Не победили, не решили задачу. А в реальной жизни оно совершенно не так. Вдаваться не будем во все, значит, детали многочисленных извращений. Скажем только два слова. Кто знает, где было в Великой Отечественной войне, заодно, конечно, и во Второй мировой, крупнейшее танковое сражение в той войне и в истории. Крупнейшее по числу задействованных танков. Кто знает? Кто знает? Когда и где оно происходило? И что, Курскую битву никто не изучал в школе? Ну вот, видите, достаточно того, что вы сказали до сих пор. Если кто-то что-то знал, конечно, все бы сказали Курская битва, что неверно. Крупнейшее по числу задействованных танков сражения происходило в самой первой неделе страны в районе Дубна на северо-западной Украине. Со стороны немцев было задействовано 800 танков, со стороны Советского Союза было задействовано 2000 танков. Как мы понимаем, которые немцев не остановили и остановить не могли.
хотя отчаянно сопротивлялись. Не потому, что у немцев были лучше танки, советские были танки Т-34 КВ, которые превосходили немецкий 4-й образец, да, Т-4, как его условно называют. Панцеркампфваген 4. Да. Превосходили его. А дело в том, что немцы были после кампаний больших и значительных, из которых мозги немецкого генштаба сделали все выводы. А советским военачальникам предстояло эти выводы делать, в частности из того, что произошло в Дубно. Советские танки, большая часть, шли своим ходом сотни километров на гусеницах. Много из них вышло на линию боевого соприкосновения. Правильно, крайне немного. Потому что танк это машина такая, тем более тогда, да, качество стали. Танк выглядит очень мощный, а гусеница это такая часть железная, подвижная. А там есть, ну, достаточно хрупкие по определению. Такие детальки, одна сломалась, и танк встал. И все, вот такие пальцы называются, и все. Немцы имели этот поход. Был аншлюз акции, он был бескровный. Но те самые крепкие мозги прогнали бронетанковые колонны, тогда это еще был образец 3 и 2. Таким образом, немцы имели опыт абсолютно во всем, а советская армия не имела его. Советские механизированные соединения 1941 года, они не имели тот состав и тот порядок развертывания из походных порядков боевые, который мог бы остановить немецкие танковые клинья. Этот опыт приобретался только в ходе войны. И, собственно, все аспекты того, что происходило в 1941 году, они будут все в этом же аспекте. Не могло быть иначе. Конечно, просчеты были. Имело ли место предательство где-то? Запишите себе имя: Елена Прудникова. Это из вот поколения последних лет российских историков, которые, собственно, вникают во всю правду, как она есть. Но Елена Прудникова особо интересна тем, что она не является профессиональным историком. Любой кабинетный ученый, он невольно теряет ощущение всей, так сказать, жизни, подход голистический, который должен все обнимать, всю реальность. Неизбежно терять. Есть интересные примеры, просто время не позволяет. Может, если кто-то останется, заинтересуется, интереснейшие примеры, как серьезнейшие профессиональные историки сегодняшние российские, и рассуждая о чисто военных аспектах, они показывают полное непонимание того, как функционирует войско. А Елена Прудникова, она вообще ученый, физик, теоретической физики твердого тела, то есть ученый не слабый. И вот она, отслужив в науке, занялась исследованием истории. Картину, которую она представляет по всем проблематичным вопросам советской истории, является наиболее полной, потому что она, собственно, анализирует взаимосвязь. Вот она, в частности, говорит, было ли предательство? Конечно, было. Во всех армиях того времени были заговоры и были предательства. Почему бы ему не быть? Где-то оно было. Но не это определяло события 1941 года. Было где-то разгильдяйство, раздолбайство, конечно, было, в каком войске его не было, и в самом атакующем вермахте оно было. Но не это определяло. Определяли объективные обстоятельства того, что происходило. Кампания вермахта была спланирована и была выполнена соответствующими средствами. И тут мы не можем не помянуть религию, да? Сталин в своем знаменитом выступлении после начала войны сказал: братья и сестры. Он уже имел перед собой обращение такое в советской начетнической практике не обычное, оно обычно в православной практике. Так он имел перед собой данные переписи 1937 года, которые показали, что абсолютное большинство взрослого населения СССР являются верующими, верят в Бога, по-простому, да? Вот, значит, на самом деле мы должны говорить
о безусловном Божьем промысле, который был на стороне Советского Союза. Потому что, в общем-то, еще раз повторяю, не какие-то там мифы про то, что там Гитлер кривым пальцем, брызгая пеной, значит, эпилептической, тыкал там в Арктику и на Дальний Восток. А реальные, великолепно опирающиеся на мощь немецкой военной машины планы выйти на линию Архангельск-Астрахань, Вермахт не осуществил. Конечно, героическое сопротивление Красной Армии, но, безусловно, в этом была тоже Божья помощь. То есть, на самом деле, вопрос, который мы должны ставить, это не как так случилось, что случилось то, что случилось, а как, несмотря на то, что все карты были на стороне Вермахта в 1941 году, тем не менее, 1941 год закончился разгромом под Москвой и решительным недостижением уже всех целей Блицкрига, это было ясно. Не важно, что происходило потом. То есть оно важно, но все, Блицкриг был сорван. Для немецких полевых генералов уже в августе 1941 года, про который, значит, шизопараноики штаб-мажор Соленова там, значит, излагают всякое, а вот немецким генералам, как полевым, да, уже было ясно в августе 1941 года, что война России проиграна. Безусловно, была Божья помощь. Еще один важнейший аспект, который, опять-таки, в советское время и стоя на вот этой платформе, точнее на болоте, да, Хрущевского называют вот теперь, это слякоть, да, на слякотной, значит, платформе, практически не освещался эвакуация предприятий. Представляется это как некое, ну, вот бедство, Красная Армия, понимаете, бежит, разгромлена, ввиду того, что там были репрессии, то все вот она бежит, и кто может, спасают, пакуют станки, понимаешь, всякое такое, да. Ну, вы представляете, что вот перенести оборудование, вот, да, в институте с одной лаборатории в другую, как надо продумать, в чем переносить, как разобрать, как передвинуть, в чем нести, да. А когда железные махины надо разбирать и паковать, на каждом заводе были доски, из которых наспех сколачивали ящики. Но если бы не было этих досок, то ящики бы что? Никак не сколотили. Брезент был накрывать, были заготовлены, в чистом поле ставили, да не в чистом поле были стены крыши, были подведены коммуникации, да. Была подготовлена эвакуация. Почему была подготовлена эвакуация? Потому что все ждали агрессии с Запада. Точно никто не мог знать, как она будет, но было ясно, что если она начнется, опять-таки, было ясно мозгам советским, не хуже, чем в Германии, что если начнется эта агрессия, неважно, какие пели песни, да, там, мы с врагом, армия должна петь бодрые песни, да, но понимали, что будет тяжелейшее отступление, пока соберут силы, Советский Союз опирается на свои масштабы, на свой ресурс, и имеющиеся предприятия надо будет эвакуировать, и они были эвакуированы. Теперь Гитлер тоже вовсе не был каким-то шизиком, который брызжет слюной, хотя, конечно, у него было отклонений, каких хочешь, и психических, и сексуальных, вполне достаточно, но он был сильнейший геополитик и неплохой стратег. И он четко сказал, что в тот момент, когда мы выходим, захватываем Ленинград, выходим к Донбассу, мы захватили все промышленные районы Советского Союза. И вот эти разбитые русские с бурятами, которые будут где-то месяца там за Уралом, они не будут уже иметь никакой промышленности. Вот армия никогда не сможет восстановиться. Это, собственно, был вообще центральный момент стратегии Блицкрига. Будет уничтожена советская военная промышленность. Военная промышленность уничтожена не была, потому что она была блестяще эвакуирована. Опять-таки, в советское время, что было блестяще, могло быть только прорыв, победа, пленные немцы идут по Москве. Говорить о блестящем выполнении того, что связано с тяжелейшими потерями, с тяжелейшим отступлением, было не принято. Сегодня мы должны об этом говорить.
невиданный в истории успех эвакуации промышленности, которое могло спланировать и привести в действие только советское государство того времени, так как оно выглядело. Кто был ответственный за эвакуацию? Прекрасно понимаем, что только один наркомат мог это все подготовить на каждом предприятии кадры, которые будут ответственны за эвакуацию. Это не просто. Можно командовать цехом, можно командовать конвейером, можно командовать большим заводом, не иметь ни малейшего понятия, как это взять, сложить, погрузить и увезти. Это специальная подготовка, которая дается не на политинформации, там, да, значит, до галочки, да, а это большой труд, вложенный умнейшими людьми в массу умнейших людей. Это мог провести только, конечно, Народный комиссариат внутренних дел, который был в годы хрущебесия облит толстейшим, так сказать, культурным слоем известной субстанции, всплывающей надо всем, и, соответственно, с тех пор как-то не изучался. Только вот нынешнее поколение российских историков, которые поднимают историческую правду так, как она есть, заговорили о том, какое было беспримерное совершение эвакуация заводов, тут же запущенных в ход. Был опыт, в этом плане Советского Союза был опыт. Свое дубно уже было у промышленности Советского Союза, потому что в годы Первой мировой войны была попытка, да, было достаточно четкое централизованное руководство у российской армии на первых этапах, по крайней мере. И было множество предприятий, разобраны станки, запакованы во что-то где-то и вывезены по железной дороге. И когда спустя несколько лет войны гражданской, значит, войны мировой и войны гражданской, разрухи, начали смотреть уже, проводить порядок хозяйства народное, что где так ржавело все это оборудование. Ни один завод, ни одно предприятие, ни один сборочный цех не был запущен из того, что было разобрано и эвакуировано. А выводы были сделаны. Тем более, что нередко те же самые люди, что были в производстве во всех областях промышленности. Кстати, кто был начальником генерального штаба Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, кто-то знает? Ну, был начальник где-то до года 43-го, потом как бы был назначен начальник другой, но он остался, собственно, на роли главного как бы военного теоретика. Кто-то был? Антон. Это был Шапошников, который был офицером еще царского генерального штаба, был крупнейший военный ученый, был одним из считанных людей, к которым Сталин обращался по имени-отчеству. Обычно он обращался или по имени Лаврентий, или товарищ по фамилии, товарищ Жуков. А к нему он обращался по имени-отчеству, Борис Михайлович, по-моему. Борис Михайлович Шапошников. Прошу прощения, не выключил телефон. Хорошо, Игорь Львович, вот все это, я думаю, очень долго еще можно обсуждать, но вот сейчас, да, прошло 78 лет. Сейчас мы дойдем. 78 лет прошло. О чем да? мы должны? Ну я просто как бы показал, это вводная тема, я понял. Показал молодежи, что есть непочатое море информации, конечно, без которой можно сравнить. Да. Какое-то серьезное вот сейчас прошло 78 лет. Да. Почему спустя 78 лет нужно менять сегодня говорить об этом всем? Вот. Ну, я пару наметок дал, есть у меня еще, я надеюсь, мы это... Ну, действительно, это очень долго можно помянем. Не, ну, можно и нужно. Вот люди слышали фамилии, которые не слышали, факты выслушали, которых вы тоже не знали, не задумывали. Где было крупнейшее сражение? Понятно, в советское время советская армия только должна была с развернутыми знаменами побеждать, поэтому крупнейшим должно было быть сражение на Курской дуге, но на самом деле было не там, было в Дубно. И понятно, что если бы не опыт, приобретенный в Дубно, где и героизм советских танкистов был продемонстрирован, и обвал не
доработанной, которая не могла быть доработана без боевого опыта, концепции механизированных соединений. Вот. Теперь, значит, почему мы сегодня говорим об этом? Есть китайская мудрость. Китайская мудрость. Она говорит так. Когда наилучшее время посадить дерево? Ну вот человек, какой-нибудь китайский крестьянин, я знаю, председатель сельскохозяйственного кооператива, решил посадить дерево. Когда наилучшее время для этого? Китайская мудрость говорит так. Наилучшее время было 20 лет назад. Следующее наилучшее время – это сегодня. Так и в отношении осмысления событий Великой Отечественной войны. Наилучшее время было 20 лет назад, но республика была занята другими вопросами. Только-только победили организованный криминал, не слабый, потому что тут был центр всего организованного криминала на всем постсоветском пространстве в Юго-Восточной Белоруссии. И немножко начали жить хорошо, нормально, как сказал Сталин, жить стали лучше, стали веселее. И пустили полностью на самотек, значит, вот этого якобы профессионального академического сообщества исторического. И такие люди, как Петриков, пытались что-то, но их голоса тонули, собственно, по сей день тонут в, значит, какой-то тягомотине непонятной, мешанине, схрущебесия, западных концепций, которые, значит, проповедуют все, собственно, стоя на болоте Института истории партии. Сегодня нам необходимо изучать предметно и подробно и вот эти самые андроиды, которые я другой раз просто, удивляюсь тупости, в поезде еду, мужик такой, сталый мужик, абсолютно твердый и толковый, держит эту штуку, что он там делает, играет в карты сам с собой. Это удивительно. Уже которое десятилетие этим люди в мире заняты, как первые появились электронные игрушки. Вот. А на самом деле можно извлечь, собственно говоря, в руках не то что энциклопедия, а вообще целый мир. И можно, масса есть познавательных материалов, видеоматериалов, которые совершенно не обязательно смотреть, можно посмотреть другой раз, то все, как выглядели реальные танчики, да, не те, которые, значит, в играх, у геймеров. Вот. Но слушать, и можно массу информации видеть историю. Это подходящее время, оно сегодня. 20 лет назад не вернется. Для чего это нам необходимо? Прежде всего, надо знать, что было. Мы живем на этой земле, которая была в эпицентре того, что тут происходило. Только в самое последнее время, наконец, заговорили о геноциде белорусского народа. Фактически он был проявлением вообще задуманного геноцида советского народа. В самые последние годы введены советскими, российскими историками, введены документы, которых в советское время не было просто, не открылись еще эти архивы, не было интернета, не были оцифрованы документы. Поэтому все, что писали в советское время о политике гитлеровского геноцида, оно сводилось к тому, что какие плохие фашисты человеконенавистничали. Но это не так. У них нет, это, конечно, так. Но за планами геноцида стояли опять-таки великолепно разработанные сумрачным тевтонским гением четкие планы по овладению и уживанию этими территориями и истреблению населения на них. В документах сельского хозяйства Рейха фигурирует цифра 30 миллионов человек должны быть истреблены к весне 1942 года, выморены. Выморены. Это невозможно не перестрелять, ничего. Выморены голодом, просто банально. Как в Ленинграде, типа, да? Но хуже, Ленинград все-таки не был захвачен. Значит, на территории Востока от Буга. 30 миллионов. И, собственно, единственная имеющаяся, значит, копия плана ОСТ, которая хранится где-то в Федеральном архиве США, но известна в мире. Там, кстати, называется эта самая цифра, что 30 миллионов населения к востоку от Буга должно быть, замещено, да? План ОСТ включал там переселение немцев, значит, и там точно сказано, сколько кого оставить, ровно сколько надо в обслугу.
Ну, как известные там изречения, неважно, приписывают Тэтчер, не Тэтчер, но что России надо качать нефти, 15 миллионов человек достаточно на всем этом пространстве, чтобы обслуживать сырьевые потребности западного мира. То есть, вот перспектива. Поэтому сейчас мы заговорили о геноциде белорусского народа. Самое подходящее время было 20 лет назад, или 40, или 30. Но следующее подходящее время – это сегодня. Мы должны поэтому изучать все вот эти факты. Дальше, следующий момент. Мы должны знать, кто противостоял советскому народу, чем они движимы, каков их, так сказать, значит, человеческий, точнее, значит, нечеловеческий уровень. Тут я кратко хочу коснуться вопроса. Кстати, значит, в Ютьюбе смело набирайте Равин Игорел Ягуди, первая буква и краткая, как ваш преподаватель правильно заметил. Можете выйти на много интересных моих роликов на эти темы тоже, и с другими активистами ценностного гражданского общества мы это делаем. Еще один момент сейчас затронем, не центральный, но тоже в рамках геноцида на этих землях. Значит, все вы слыхали, наверное, словечко «Голокост», которое я не приемлю. Почему? Потому что оно переводит в разряд каких-то явлений природы истребление людей и нелюдей. И вот вместо вот этого, значит, постоянного всасывания, где кого сколько, значит, как перестреляли, и неожиданные выводы, которые делает западное сообщество из этого, что надо смелее насаждать половые извращения, вот, мол, толерантность, а истребление людей только за то, что они родились, это было проявление нетолерантности. То есть, опять-таки, страшное болото всевозможных спекуляций. А на самом деле прожектора, они должны быть обращены не сколько на жертв, сколько на тех, кто их истреблял. И вопрос, который должен стоять, как дошли люди в стране, которая, значит, относится формально к странам цивилизованным, люди, где были, как мы отметили, мощнейшие мозги, и технический уровень, и всякое такое, дошли до такого уровня озверения. И тут тоже немножко имело место, конечно, советское начетничество в том, что картина, которую мы видим, она аберрирована. Ну, как Сталин сказал, Гитлер приходит, уходит, немецкий народ остается. В общем-то, это верно. Но как же этот немецкий народ дошел до того, до чего он дошел? Вот это важно изучать. Это важнейший момент. Кто нам противостоит, как они до этого доходят. Например, тоже вот такой маленький интересный факт, иллюстрация того, что я сказал, что прожектор должен быть на тех, кто это осуществлял. Ну, живых людей взять, согнать, перебить. И ты их перебил. А что тут интересного? Кого и почему перебили, что значит почему? Надо думать, почему те, кто это делали, дошли до жизни такой. Нету почему на такие страшные преступления. Истребление миллионов людей только за то, что они родились. Так вот, значит, было такое, как бы, формирование, род войск, тыловая полиция, которая, значит, занималась службой тыла на оккупированных территориях. И они имели в Берлине свой оркестр. Это вообще был оркестр, музыканты, да. Вот. И они ездили по подразделениям этого рода войск и давали там концерты. Такая бригада, не фронтовая, а тыловая. И вот они приехали в городок на Западной Украине, и им стало известно, что их вот эти, так сказать, рода войск, часть, которая там была, завтра они должны проводить экзекуцию, то есть массовое убийство евреев, согнанных там где-то. И вот эти обуренные тевтонским духом не просто немцы, а музыканты. Этот род войск, он состоял чисто из резервистов. То есть рабочие, служащие, учителя, семейств, так, тем более оркестр, музыканты, они все пишут заявления. И вот эти музыканты пишут заявления. Мы просим раздать нам винтовки. Они не были вооружены, у них тромбончики. Раздать винтовки, мы хотим идти убивать евреев. Женщин и детей, безоружных, связанных или не связанных, хотим принять участие в массовом убийстве.
Вот. Поэтому настоящий вопрос изучения геноцида народов, в том числе геноцида евреев, геноцид советского народа неделим. Это вопрос, как дошли те люди до этого. А те люди, которые живут там сегодня, это их дети, внуки, правнуки. Конечно, человек не несет ответственность за то, за что он ее не несет. То, что он не делал, не несет. Но пространство культурологическое, где были взросшены те люди, оно осталось, оно там, оно никуда не делось. Оно никуда не делось. Оно не выскочило, как чертики в табакерке, и оно не растворилось куда-то в тумане. Оно там. И мы видим ренессанс великолепный нацизма, собственно, на территории бывшего СССР, те же знамена, преемственность подразделений и возвеличивание, собственно, военных преступников не очень давнего прошлого. Этот момент нам надо знать, и мы должны также хорошо понимать, кто мы. Кто мы здесь, на этом пространстве, и почему всегда сюда идут. Ну, почему идут, понятно. Много земли, много чернозема, много хлеба, масла, яиц и всякого такого, как объясняли немцам перед вторжением в Советский Союз. Сейчас будет отлично. Немножко награбили с Польши, пожили лучше, пограбили с Франции и других стран, дожили лучше. Но как-то уже развернутая военная машина все сжирала. Сказали, сейчас мы пойдем на те земли, в которых награбим столько всего, что будем уже реально жить намного лучше. Но что объединяет нас всех, тех, кто тут живут? И тут необходимо сказать пару слов. Это я именно хочу сказать, как человек, который в Советском Союзе родился и вырос, который много изучал на эту тему, и который является, да, раввином, собственно, как бы и духовным лицом древнейшей из авраамических религий, как мы называем традиционной религии нашей евреи. Значит, была немного парадоксальная ситуация, но вообще человеческое бытие, оно состоит из парадоксов. В этом и состоит невозможность описания, как претендовали марксисты, общественных законов развития. Все, что они описывали только в прошлом. Предсказать нельзя, потому что это не точные науки. Советский Союз продолжал систему ценностей базисных православного мира, и исламского, и иудейского, который существовал в Российской империи до этого. Базисные ценности были именно эти, как мы великолепно сегодня понимаем. И эта советская идеология, это не была идеология первоначального западноевропейского марксизма. Было что-то совершенно другое. Факт, что западноевропейский марксизм говорил об институте семьи как о гнусном, буржуазном, значит, пережитке, который должен быть скасован. И подобные веяния, они действительно ходили среди преобразователей в Советском Союзе где-то в начале 20-х годов, особенно троцкистского так называемого направления. Все это отмерло. И реальная советская идеология, она, собственно, базировалась на исконных ценностях вот этих традиционного авраамического мира, православного в первую очередь, территории бывшей Российской империи. Более того, ряд моментов, которые в реальности, хотя формально Российская империя была православным царством, а в жизни реальных людей, да, оно выглядело все совершенно иначе. И опять-таки, когда мы говорим об этих землях наших белорусских, было опять-таки немного иное положение. Тут было реально, исторически, господство традиционных ценностей христианства. Реально. А в Российской империи в пластах, так сказать, населения, и высших слоев, и трудящихся слоев, оно было далеко не так.
Это отдельно интереснейший момент, но, скажем, святость института семьи, осуждение разврата, оно реальную силу имело именно в советское время. Потому что, например, когда мы говорим о крепостнической России, трудно говорить о каком-то уважении к христианским нормам семьи и целомудрия, которые были в ней, в массе населения. Вообще, смешно об этом говорить, мы можем опять-таки в те же множестве лекций про все аспекты советской истории, это видеть сегодня в Ютубе подробно, так сказать, через личность. Именно в Советском Союзе эти принципы были возведены как обязующие всех. Теперь, идея Маркса, что капиталистические отношения, они тормозят производительные силы. Поэтому надо придумать другие отношения, которые не будут тормозить эти силы. И для этого скасовать эксплуатацию. А почему? Кто сказал? Сейчас мы знаем великолепно капиталистические отношения, все вперед и вперед. Даже Япония, истребив десятки миллионов людей, награбив добра со всей окружающей Азии, достигли таких производственных успехов и поставив свое население, загнал учащихся, вместо обучения в школах, значит, работать тоже рабочий день, ограниченный 10 часами и 2 часа сверхурочных, остальное вообще немерено. Они достигли небывалых успехов. Кто сказал, что это нехорошо? Есть какие-то абсолютные ценности. Поэтому то, что говорят, сегодня все чаще слышно, да, идея русского мира, идея Евразии, идея справедливости. Но опять-таки встает вопрос, а что такое справедливость? Где и как она сформулирована? Почему отнять у другого все, половину прогулять, половину инвестировать в производство, и это плохо? А кто сказал, что это плохо? Может быть, это отлично. Как теоретики капитализма на полном серьезе говорят, что, значит, вот, то, что трудно уволить человека с работы, это плохо. Чем легче человеку уволить с работы, тем легче ему устроиться на другую работу. Мы уже ушли от темы. На полном серьезе говорят. Нет. Мы историю уже Да. прослушали. Мы думаем, что, может, если у кого-то есть... Да, мы можем да. послушать. Так я просто завершаю. Мы должны понимать, что объединяет нас здесь, на этом пространстве. Что нас действительно объединяет идея справедливости, идея ценностей семейных, и мы не можем ее не привязать к системе абсолютных ценностей авраамических религий, по моему мнению, естественно, я только свое излагаю. И, очевидно, советский опыт показал, что когда мы говорим о моральных императивах, но мы их не привязываем к полновесному, проверенному столетием, тысячелетиями источнику, то рано или поздно скажут, а почему и в какой стати. Ну, тогда хочу в заключение интересный упомянуть момент. Мы его отложили немного. Значит, есть в Минске урочище, получившее фейковое название Куропатой. На самом деле, как независимые исследователи показали, есть 3 книжки на эту тему. Один уже покойный Анатолий Смолянко, для прогляса годы Емельян Лепешко и Александр Славинский, подполковники запаса. Есть известнейшая история, наверняка сталкивались вы с ней, приезд Гиммлера в Минск. Собственно, там, где впервые опробовалось массовое избиение людей, уничтожение людей. Лично Гиммлер тоже, значит, прилег на пулемет, ему стало плохо, ну, истребляли евреев. Как-то вот никто не задавался вопросом, а где же это точно происходило? Ну, Большой Минск, не глухая тайга. И, собственно говоря, сопоставление материалов различных процессов над военными преступниками, описание того, что там происходило, однозначно указывает на то, что это происходило именно в том урочище, где, собственно, и были раскопаны характерные братские могилы, характерные для периода гитлеровского геноцида. Это именно то, что там было раскопано. Но конъюнктура политическая последних лет катастройки была такова, что
было фиктивным образом заявлено, что там неизвестные до сих пор могилы жертв НКВД расстреляны без суда и следствия. Ну, то, что суд и следствие оставляют. Прямо вот так посреди Минска. Вопреки абсолютно всем артефактам, которые там были. И вот есть 3 книги на эту тему. Опять-таки, кто выйдет на мой канал YouTube, найдет там ролики на эту тему. И я хочу... Это все на ролики про Куропаты, я так понимаю. Да, и да, вот эти захоронения. Не в чем, на моем канале есть типа это дело. Я тут хочу оставить, только чтобы без дарственной надписи не автора, чтобы я не взял с собой. Вот эти 3 книжечки я хочу оставить в вашем уважаемом институте. Это Библиотеку. Это да, для библиотеки. да. Вот. А Анатолий Смолянко и Александр Плавинский, оно все есть в интернете. Кто выйдет на мои ролики на тему, ну хотя бы можно набрать в интернете такое название одно в Ютьюбе, «Змеиные яйца горючего фейка», и там можно видеть ссылку в интернете и на книгу Смолянки оцифрованную. Вот. Здесь в Городне у нас, к сожалению, издано было в качестве учебника археологии для белорусских студентов такого Леонида Каразинского. Книжка, где в качестве необычайного успеха белорусской археологии вот этот фейк приводится. То есть просто попирая абсолютно все факты, известные тем, кто как-то минимально ими интересовался. Вот. В том числе тут содержится фраза, это учебник для студентов. Фраза, ну просто потешная. Огульно ведомо, что офицеры НКУС были вооружены немецкими пистолетами. Ну, это, как говорится, сушилёс. Потому что там найдены пули немецких пистолетов наряду с различными образцами массы всякого вооружения, в том числе, конечно, советского, которым вооружались колбасанинские формирования. Так вот, именно Минск был тем местом, куда лично приезжал Гиммлер. Это фактически был, ну, второй, третий человек Рейха, это Геринг и Гиммлер. Черт там место их нет, трудно сказать. И именно отрабатывалась политика геноцида. Полежал за пулеметом и посмотрел вблизи на корчащиеся тела изрешеченных пулями людей, Гиммлер сказал, надо что-то придумывать, и после этого его визита в Минске были запущено еще одно творение немецкого инженерного гения, машины душегубки. Вот такой момент тоже я хотел осветить, и подарок принес 3 книги. Может, библиотеку одну и интересующимся историей студентам можно дать, ну, не в подарок, чтобы читали, передавали, стоит изучать. Ясно. Хорошо. В принципе, на этом, наверное, так. Спасибо.